Флорбол, или по-другому хоккей в зале, самый непритязательный вид спорта. Гетры, шорты, клюшка, казалось бы, все просто. Бей, беги. И, наверное, еще в 90-х, на заре его становления в России, так все и было. Сегодня же зальный бенди вполне себе самостоятельная дисциплина со своими тактиками. В Ульяновске, например, флорбол уже стали преподавать даже в школах. В Ульяновске это уже есть третий час урока физкультуры, на нем преподают флорбол. То есть лига, детское первенство. Сейчас нижегородцы это делают. Мы сейчас стремимся к тому, чтобы развить среди инвалидов. Несмотря на юный возраст, сборная Ульяновской области прибыла на фестиваль в ранге профессионалов. Конечно, не в плане финансовых контрактов, но это именно те ребята, которые взяли клюшку еще в младших классах. Сложно, команда молодая, у противника бегают. Сложновато физически. Нет ощущения, что у них там, что они на допинге? Да нет, просто молодые. И все. Ничего такого. Ну и первая игра у нас, сейчас соберемся. Чемпион республики, команда из Усинска, на первый матч с ульяновскими мастерами, в составе которых есть действующие чемпионы страны, прибыла, по сути, с корабля на бал, вернее, с утреннего поезда. И сразу, как говорится, попала под раздачу. Попытка сыграть открыто вышла боком. К концу первого периода наши желто-черные горят 2-5. Есть игроки у команды соперника, которые вам в отцы годятся. Не жалко их? Ну, это игра, спорт. Мы играем, несмотря на то, что, кто у нас соперник, мы играем до последнего, боремся, даем шанс им тоже, они тоже забивают. Забить в свои много гости не позволили. 15-3. Впрочем, турнир в самом разгаре, попытка показать меткость есть еще у всех. Так, как это сделали любители городошного спорта. Матчи на площадке у Северной Олимпии молодые и не очень фигурные разрушители проводили буквально до искр из асфальта. С уважением смотрели на соперников и называли фестивальный турнир малым чемпионатом России. Каждый игрок имеет две биты. Если он с кона выбил одной битой, это следующая фигура. Если он выбил хотя бы один городок из фигуры, с кона, остальные все добиваются полукона. Острый глаз и крепкая рука, пусть это и звучит банально, как имена индийцев из вестерна, две главные составляющие успеха в городках. Практически лазерное наведение на цель у самых опытных. Такового нету, что мушку была или там что. Движением, за счет движения, за счет техники. Посылаем снаряды, все. Все, первый штраф. Смотри. Вот только за счет техники, до автоматизма отработанной техники. Ловкость рук и чуть-чуть техники – девиз любителей расставлять силки и капканы. И пусть охота не вид спорта, на стенде Олимпиады на Стефановской ей посвящен целый стенд «Частуй». Хитрости, как и на кого ставить ловушки, вроде бы пережиток прошлого, да и капканы все какие-то из прошлого века, но со своей историей. Вот вес какой, видишь? Этот капкан поймал медведя хоть раз? Старинный старик. Такую работу, я думаю, деды сделали не просто так. Дома валяться не стал. Это на дело они. Рабочий инструмент. Да. Поймать своего медведя и выбросить его с ковра – один из идеологических постулатов старейшей якутской борьбы хэпсагай, что в переводе «ловкость, быстрота». Суть – вытолкнуть противника за пределы ковра или уложить его на 3 точки опоры. Дети сахи постигают борьбу хэпсагай практически с рождения. С древних лет она считалась как бы для охраны народа, считалась ботр, они с таких времен они считались такими борцами боевыми для защиты своего народа. А сейчас, в современное время, она постепенно перевела как соревнование вид национального спорта. У ингушского народа своя боевая школа – шот-сан-лат. Даже разминка перед борьбой у этих хмурых парней выглядит серьезно. Можно даже снимать мотивирующие клипы. Если кому интересно, на Стефановской появилась радость и для обычных кухонных борцов. Армрестлинг на фестивале тоже вполне себе достойная спортивная дисциплина. Завтра для фестиваля последний соревновательный день. День финалов, день слез и самого интересного. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.